регионов. Еще одним вероятным претендентом называли губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник писало, что она также заявила об отставке. В правительстве региона это не подтвердили, однако сегодня заседание началось без ее участия. Газета «Ведомости» также называла кандидатами на увольнение глав Оренбургской области и Калмыкии. Отмечалось, что серия отставок губернаторов связана с предстоящими выборами осенью. Совет Госдумы обсудит вопрос о взыскании компенсации с Киева за экономические потери Крыма за 23 года пребывания в составе Украины. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, к этой работе Госдума привлечет экономистов, Российскую академию наук и представителей региона. Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента. Токаев предложил переименовать столицу в Нур-Султан в честь первого президента. Нурсултан Назарбаев остается пожизненно отцом народа, подчеркнул Токаев. Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, но, по сути, сохранил власть. Такое мнение в нашем эфире высказал политолог Дасым Сатпаев. Президент ушел, но в то же самое время и остался, потому что в своих руках сохранил все существующие серьезные рычаги управления и в качестве лидера нации, и секретаря Совета Безопасности, и руководителя партии Нур-Отан. Касым-Жомарт Токаев опять же публично заявил о том, что он будет полностью реализовывать ту политику, которую президент начал. То есть да, формально власть он передал, исполняющий обязанности президенту. Но самая интрига будет во время президентских выборов, которые должны пройти в Казахстане, когда действительно будет определен уже конкретно президент. Касым-Жомарт Токаев, он входит в так называемую старую гвардию президента, занимал многие довольно важные государственные посты, был премьер-министром, был министром иностранных дел, спикером Сената, но он никогда не был публичной фигурой. То есть говорить о том, что он довольно популярен в обществе, я бы не стал. МИД Казахстана заявляет, что после отставки Нурсултана Назарбаева Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс. Казанский «Зенит» победил в четвертьфинале волейбольной лиги чемпионов. Польский клуб «Гданьск» вышел в полуфинал турнира. Для действующего обладателя трофея игра получилась крайне сложной, отмечает наш спортивный обозреватель Константин Пахмелов. Первый матч команд в Польше завершился победой «Зенита» 3-2. Ответная игра, прошедшая накануне в Казани, завершилась с аналогичным счетом, но уже в пользу польской команды. Причем подопечные Владимира Олекна уступали по партиям 0-2 и вообще могли распрощаться с надеждой на сохранение титула. Согласно регламенту, победитель при таком результате двух матчей определялся в золотом сете, который закончился со счетом 15-12 в пользу российского клуба. Главный тренер «Зенита» Владимир Олекна отметил, что его подопечные отвратительно сыграли в техническом плане и плохо подавали, однако похвалил команду за проявленный характер. Напомню, в волейбольной лиге чемпионов России, кроме казанского «Зенита», представляют их одноклубники из Санкт-Петербурга и столичные «Динамовцы». В Москве сейчас плюс 3 градуса, днем до плюс 6, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» представляет. Здравствуйте. «Эхо Москвы» в прямом эфире. В студии Руслан Валиев. И вместе со мной в гостях наш гость и исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин. Здравствуйте, Максим Васильевич. Добрый день. Ну, во-первых, спасибо, что пришли. Давно мы вас ждали в нашей студии. По сути, с тех пор, как вы к нам в республику приехали. И о здравоохранении последние полгода, впрочем, как и всегда, говорится довольно много. И одна из самых острых проблем отрасли, о которой СМИ, в том числе наши, говорит весь последний год, а то и даже больше, это проблема обеспечения лекарствами. Судя по всему, она до сих пор не исчезает. Я вот вспоминаю историю. В начале месяца блогер Павел Степанов о ней писал и сообщал об отсутствии простых препаратов для больного диабетом отца. Ситуация решилась только после публичной огласки. Почему медики продолжают зачастую скрывать даже имеющиеся в наличии лекарства? Или проблемы в чем-то другом до сих пор? Я считаю, что у нас в настоящий момент нет проблем, просто есть определенные трудности. Трудности, как правило, больше технического характера. В настоящий момент у нас более 420 льготников, которые находятся у нас на учете. Каждый льготник у нас заведен в реестр. 420 человек? 420 тысяч жителей республики, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение по тому или иному источнику финансирования. У нас есть льготники, которые относятся к категории федеральных льготников.
и льготники, которые имеют категорию, относящуюся к региональной льготе, так называемой. Поэтому есть действительно случаи, когда имеется техническая задержка в выдаче лекарственного препарата. И, как правило, еще возникает случай, когда пациент желает получить конкретный вид торгового наименования лекарственного препарата. По нормативно-правовым актам, которые сейчас существуют, и те документы, которые мы отрабатываем, мы покупаем лекарственные препараты по международному непатентованному названию, то есть по действующему веществу, как правило. Большинство наших пациентов, которые сталкиваются, они, некоторые в ряде причин привыкли к определенному лекарственному препарату. К сожалению, поставщики наши, которые выходят на аукционы, поставляют по существующему международному. И не факт, что может быть тот или иной конкретный производитель попасть именно в розницу. Есть категория граждан, которым по решению врачебной комиссии, либо по назначению федерального медицинского центра показан конкретный вид препаратов, под них идет закуп, именно индивидуальный так называемый закуп. По существующим нормам законодательства у нас имеется 10 рабочих дней на обеспечение лекарственной терапии. В первую очередь задача Министерства здравоохранения – это обеспечение непрерывности именно лечения, а не обеспечение конкретным видом препарата. Да, у нас есть моменты, когда пациент идет подбор терапии. Для этих целей пациент может быть госпитализирован в дневной стационар, либо в стационар круглосуточного пребывания. И в этот промежуток времени ему, возможно, изменена будет схема, если данный конкретный вид препарата, так называемый, находится, в кавычках назвать, в пути. То есть разыгрался аукцион, идет поставка. К сожалению, у нас есть и недобросовестные поставщики, которые не всегда выполняют свои обязательства, которые предписаны государственным контрактом, поэтому возникают некоторые промежутки задержки. Или же это те пациенты, которые у нас попали вновь выявлены, поставлены так называемый на учет. Потому что мы формируем заявку по состоянию на 1 октября предшествующего года, а пациенты у нас могут и попасть в эту категорию уже в текущем году. Поэтому мы для них формируем то же самое, есть определенный резерв, и мы под них формируем непосредственный закуп лекарственных препаратов. Правильно ли я вас понял, что на сегодняшний день на уровне Минздрава проблем никаких нет? Я почему об этом спрашиваю дополнительно? Просто руководство республики, еще предыдущее, прошлым летом, признавало, что есть проблемы во взаимодействии между разными отделами, что есть какое-то недопонимание, и даже деньги в недостаточном количестве выделялись. У нас, можно сказать, проблем на уровне Минздрава, я считаю, что нет. Есть, можно сказать, технические вопросы, которые требуют до конца урегулирования между Министерством здравоохранения, между отделом по реализации, между нашим учреждением, которое занимается именно отпуском лекарственных препаратов, это Башфармация с ее сетью. И если говорить открыто, действительно у нас есть небольшое недофинансирование. Это связано с тем, что у нас число граждан, имеющих инвалидность, составляет более 300 тысяч человек. При этом всего из них 64 тысячи сохранили свое право на лекарственное обеспечение, то есть натуральную норму. Остальные у нас выбрали денежную монетизацию. Но при этом ряд пациентов, которые вошли в эту категорию, подходят под критерии, которые обеспечиваются лекарственным обеспечением и по региональной льготной категории. И получается у нас двоякая ситуация. Есть граждане, которые отказались от натуральной нормы, от лекарственного препарата, получают финансирование с федерального бюджета и приходят в лист ожидания региональной льготе: дайте мне, пожалуйста, тоже лекарственный препарат. Есть такие несостыковки. И действительно есть ряд пациентов, которые необходимы лекарственные препараты. Это в основном дети у нас с врожденными генетическими заболеваниями, либо очень редкими заболеваниями, которые связаны с назначением лекарственных препаратов, которые не имеют даже регистрации на территории Российской Федерации. Это препараты, как правило, современные, новые, действительно очень дорогостоящие. То есть порядок лечения у нас есть пациент, которому показано лечение на год составляет порядка более 100 миллионов рублей. Это лечение составляет. Но данный препарат не имеет регистрации, это все действительно занимает большую
такую дорогу до получения его. То есть не в деньгах проблема, а в регистрации в таких случаях? И отчасти действительно в деньгах. То, что есть у нас все-таки возможности для получения, но те направления, которые делает временно исполняющий обязанности главы Радик Фаритович Хабиров, он каждый вопрос, в том числе льготного обеспечения, он держит на контроле. У нас происходит раз в неделю так называемые здравчасы, где обсуждаются актуальные вопросы. И через раз в той или иной форме постоянно у нас вопросы, связанные с лекарственным обеспечением. Либо это льготное лекарственное обеспечение, либо лекарственное обеспечение в существующей реализации программы государственной гарантии. Исполняющий министра здравоохранения Максим Забелин в нашей студии. +7 927 304 1051. Это номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме, куда вы можете присылать вопросы нашему гостю. Вопросы уже поступают, и чуть позже к ним обратимся. Последняя инициатива Минздрава премировать за выявление онкологии на ранних стадиях. С одной стороны, выглядит довольно интересно, но насколько это решение адекватно? Вот сегодня слушатели наши разделились пополам, да, половина поддержали инициативу утром, а половина посчитали, что это сложно. Возникает дополнительный вопрос, а будет ли демотивация на тот случай, если врач будет всем подряд шлепать диагноз, отправлять на диагностику, и дальше человек будет возвращаться с неподтвержденным диагнозом? Я здесь считаю, что это, наоборот, это один из способов именно привлечь внимание врачей первичного звена, врачей участкового терапевта, участкового педиатра, фельдшера в сельской местности, именно акцентировать внимание на раннюю диагностику. Данный вид стимулирования принят, одобрение получил у главы республики. В ближайшее время будет выделено уже необходимые денежные средства, и по итогам первого квартала мы уже будем стимулировать наших врачей. И при этом здесь у нас идет четкая градация, именно врач первичного звена, это не врач-онколог, к которому пришли на прием, а именно первый врач, который именно заподозрил наличие того или иного симптома, того или иного вида злокачественного образования. И один из критериев именно доказательности, что он получил, это именно установка заболевания. То есть пациент пришел, обратил внимание, что у меня есть проблема в той или иной области, которая может быть отчасти связана и с злокачественным образованием, либо с другим каким-то симптомом, но врач проявил бдительность, направил именно сразу же его, смаршрутизировал с учетом тех знаний, которые мы в последнее время провели, необходимые тренинги, обновили, можно сказать, такие знания, которые были получены ранее. И при установлении фактического диагноза, то есть это подтверждено должно быть биопсией и заключением онколога, тогда за этот случай врач получит дополнительную премию в виде 5000 рублей. А вы не боитесь, что очереди, которые и так большие в онкоцентре, вырастут в разы? Мы в этом не боимся, мы к этому готовы. И для этих целей в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» у нас предусмотрено создание специальных центров амбулаторной онкологической помощи, которые будут направлены именно на диагностику и именно раннюю диагностику. Эти центры будут, я так понимаю, не только в Уфе? Да, у нас планируется создание порядка 13 центров. 4 центра будет в городе Уфа, и остальные у нас 9 центров, это будут такие межмуниципальные центры по территории республики. И помимо всего прочего, это позволит дополнительно стимулировать. Врач будет не просто для галочки ставить диагноз, либо направлять к онкологу, но он еще будет мотивирован и обращать внимание именно на ранние признаки, на изменения, допустим, новообразования на коже, на изменение каких-то симптомов, которые могут быть трактованы совершенно по-другому. Допустим, появились там боли, связанные с приемом пищи, с актом глотания. Это можно подумать, что какие-то воспалительные изменения, а можно подумать, и это имеет изменения, которые являются ранними симптомами онкологического заболевания. Сроки появления этих центров уже точно определены? Да, в этом году у нас создается 4 центра. 13 центров у нас будут созданы в ближайшие 4 года. Вопрос от Дмитрия. Когда в поликлиниках введут электронные амбулаторные карты? Зачем эта макулатура, которая постоянно теряется? Я год не могу найти свою карту. Каждый раз при посещении врача заводят дубликат. Но я добавлю сюда вообще по поводу
писанины так называемые, да, врачи жалуются, что из 15 минут, отведенных на прием, там 8 минут, особенно у людей пожилых, уходит на заполнение документов, нежели на опрос и диагностику. Вот планируется ли как-то облегчить вот эту вот часть работы врачей? В этом направлении у нас тоже проводится работа, и можно сказать, что Республика Башкортостан является одним из лидеров в Российской Федерации по уровню информатизации. За ближайшие 2-3 года мы планируем полностью перейти на электронный документооборот. В большинстве стационаров, в большинстве амбулаторно-поликлинического звена у нас уже ведется электронная медицинская документация. При этом уровень информатизации достигает более 80-90%. В этом году у нас будет стартовать даже пилотный проект. Это будут сделаны специальные планшеты для скорой медицинской помощи, куда будет возможность связываться с медицинским архивом медицинских амбулаторных карт, либо предшествующие истории, связанные с инструментальной диагностикой, либо нахождение пациента в стационаре. Все информационно-медицинские системы, которые имеются в каждом лечебном, либо там медицинской организации различного 1, 2, 3 уровня, они у нас объединены в единую республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. Это является большим плюсом. Но, к сожалению, именно переход на одну электронную документооборот у нас все равно еще есть регламентирующие акты, когда требуют именно дублирующие вещи. Это бумажная история болезни, бумажная электронная медицинская карта. И мне здесь кажется, что, наверное, Алексею просто периодически заводят именно дубликат, при этом вся необходимая медицинская информация, просто надо уточнить, с какой он поликлиники, и мы можем отдельно с ним связаться и уточнить, если у него история болезни ведется полностью, ну, так называемая история жизни его медицинская, ведется, скорее всего, уже... Потеряли как раз-таки вот эту бумажную историю? Ну, бумажная история действительно может где-то она затеряться, но при этом у нас электронная база данных. Просто надо у Алексея уточнить, если он нас слышит, пусть напишет Дмитрий. номер свой, да. Номер поликлиники, мы с ним отдельно свяжемся и уточним именно его электронную часть ведения. Хорошо, после эфира контакты его передадим. А вот второй части вопроса, то, что у врачей во время приема уходит много времени на заполнение бумаг, вот с этим как-то можно избавиться? С этим мы стараемся работать, внедряем принципы бережливого производства, и большую часть функций, которые раньше занимался именно сам врач, мы стараемся делегировать на медицинского работника. То есть внедрение медицинских информационных систем у нас многие вещи, которые врач заполняет в медицинской карте, они имеют такой шаблонный характер и дублирующие вещи. С повсеместным внедрением это отчасти тоже у нас уберет. И многие функции связаны там с выпиской справки, с оформлением направления, с получением какого-то заключения именно технического характера мы стараемся больше переложить непосредственно на средний медицинский персонал. Тем самым мы освобождаем врача, позволяем ему более детально ознакомиться с анамнезом, более детально и провести необходимый медицинский осмотр, манипуляции, связанные с установкой диагноза, с интерпретацией полученных данных, и правильно назначить лечение, правильно установить диагноз, разработать схему лечения. Угу. Недавно прошла коллегия министерства, где были, помимо прочего, озвучены также и средние зарплаты медработников. Вот, насколько я помню, врачи 60 тысяч рублей, средний и младший медперсонал около 30 тысяч. Причем суммы там примерно одинаковые прозвучали. Но вот эти цифры вызвали в соцсетях, прежде всего, такой шквал критики. Да? Многие утверждают, что младший медперсонал не получает и 15 зачастую. Вот как вы это можете прокомментировать? Что за цифры? Ситуация здесь следующая, что у нас имеется действительно распоряжение правительства Республики Башкирия, направленное на реализацию так называемого майского указа. Если говорить по итогам 2018 года, то средняя заработная плата врача составила у нас 59 700 рублей, среднего медицинского работника 29 995 рублей, младшего медицинского персонала порядка 30 тысяч рублей. По итогам, предварительным итогам первого квартала у нас уже будет заработная плата составлять врача порядка 61 тысячи рублей 200. То есть идет планомерное повышение, и она составляет 200% от средней зарплаты по региону. То же самое и
по заработной плате среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала. Но это так называемая средняя зарплата. Действительно, у нас есть врачи, которые получают и больше этой суммы. Есть медицинские работники, которые получают, конечно, меньше. Значительно, в 2 раза, чем средняя. Ну, в 2 раза я не готов сказать, что у нас все так получают, так вот комментировать. Я считаю, что здесь все-таки заработная плата зависит от личного вклада каждого. Это работа на полную занятость, либо на неполную ставку. Это оценка именно в этот момент. Там находился человек на больничном листе, были у него какие-то отгулы, это все прочее. И в этих целях даже с медицинскими работниками у нас практически с каждым заключен эффективный контракт. Потому что у нас помимо заработной платы на ставку имеется ряд дополнительных стимулирующих выплат, которые позволяют оценить его охват диспансеризации, охват качества оказания медицинских услуг по критериям качества, по выполненным медицинским манипуляциям, по работе с прикрепленным населением на участке, по отсутствию жалоб от медицинских работников, по отсутствию необоснованных замечаний среди проверяющих от фонда. Дополнительные критерии, да, понятно, что они есть. Кстати, вот нам критическое замечание присылает Виктор. Советует побывать, в том числе мне, в онкодиспансере на Шафиева, и оптимизма поубавится в разы, утверждает он. То есть уже сейчас все сложно. Кстати, я там был и видел, что действительно там толпы. Ну, смотрите, я сегодня то же самое был в диспансере. У нас в рамках объезда территории и подготовки к 100-летию глава республики сегодня посещал строящийся объект. Это новый корпус. Это 9-этажный корпус. Первые 3 этажа будут отданы полностью под консультативно-диагностическое отделение, так называемую поликлинику с посещением порядка 350 посещений в смену. Остальные 5 этажей — это чисто палатный корпус. То есть позволит нам уйти от так называемых многоместных палат, где по 4, по 6 человек находятся. В настоящий момент в поликлинике, которая относится к онкодиспансеру, 29 специалистов ведут прием на площади порядка 600 метров. При этом по существующим нормативам эта площадь должна составлять порядка 2000 метров. Поэтому действительно люди находятся, сидят непосредственно в близкой очереди друг друга, узкие коридоры. Это здание, которое нам досталось в наследство от Советского Союза. Но несмотря на это, руководством республики, руководством федерального центра было принято решение, и тот корпус, который строится, он вошел в 5 объектов, которые реализуются в рамках федерального проекта. Когда он будет сдан? Данный корпус будет сдан согласно контракта в 1 квартале 2020 года. В настоящий момент уже полностью завершены работы по фасадам. Внутри происходит отделочные работы, возведены перекрытия, проложены части инженерной сети, накладывается система вентиляции и все прочее. В этом корпусе будет расположен, помимо всего, еще дополнительный кабинет компьютерной томографии, кабинет магнитно-резонансной томографии, цифровой кабинет по диагностике и выполнению маммографии. В связи с этим, в том числе, и вот в связи с вопросами, которые нам шлют, возникает вопрос кадрового обеспечения. Вот в частности, проводит ли министерство или планирует проводить мониторинг причин, по которым уезжают врачи? В частности, они приводят пример Надежды из медиакор-сети. Архангельская центральная районная больница. Оттуда ушли уже 6 человек за 3 месяца. То есть, с одной стороны, мы знаем, что есть вроде программа «Земский доктор», да, которая привлекает молодых специалистов, а между тем люди, которые поработали, уезжают. Проблема известна, решается, контролируется? Проблема дефицита кадров, она довольно актуальна, и актуальна не только для Республики Башкирия, она актуальна в целом для системы здравоохранения Российской Федерации. Если говорить касательно Республики Башкортостан, то у нас имеется на конец 2018 года дефицит врачебного персонала составлял 1150 человек. Это довольно большая цифра, и причем это дефицит как врачей первичного звена, так и узких специалистов. Если говорить про город Уфа, то у нас в основном это связан дефицит с узкими специалистами, с офтальмологами, с лор-врачами, эндокринологами, специалистами в области психиатрии.
дефицита по врачам первичного звена в городе Уфа практически нет. То есть у нас имеется полная укомплектованность по врачам-терапевтам, по врачам-педиатрам первичного звена. Единственное, действительно, на некоторых участках может быть связана работа с временными совместителями, связано с тем, что у нас на том или ином участке кто-то находится либо в декрете, либо находится на учебе. То, что врач необходимо повышать постоянно свою квалификацию. Если говорить о том, что связано с дефицитом в сельской местности, действительно, у нас есть ряд программ. Это и земский доктор, и земский фельдшер. Но при этом не говорить о том, что у нас ежегодно Министерством здравоохранения идет претензионная работа юридическая, порядка там 60-80 человек, которые, к сожалению, даже раньше положенного срока покинули. Получили деньги? Получили деньги, и мы теперь стараемся действительно как-то эти деньги вернуть обратно в бюджет. Действительно, многие связывают с тем, что приехали, несмотря на вот эти дополнительные стимулирования, не все устраивает там тот микроклимат, который есть. Для многих этот миллион тоже не является большим стимулом, все равно есть вопросы, связанные с дополнительными социальными стимулированиями. Начиная с октября, по указанию главы, у нас идет более такая целенаправленная работа, и в эту работу уже включен не только Минздрав, не только университет, но здесь у нас более такой, получило большую, сказать, волну и большую, можно сказать, такую положительную тенденцию, так можно сказать, дополнительное стимулирование, именно работа самих глав. У нас каждый глава встретился с будущими своими выпускниками, так называемыми цивиляками. Между главами установлен небольшой даже такой рейтинг соревнований, кто больше привлечет на свою территорию либо узкого специалиста, либо врача первичного звена, либо фельдшера. Как выяснилось, что у нас в ряде районов есть возможность не просто дополнительно социально стимулировать там, выплатами, компенсациями по... Знаете, у нас сейчас перерыв на новости. Давайте мы прервемся. Я напоминаю, что в гостях нашей студии исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин. Вернемся после новостей. В Москве 11:30. Добрый день. Новости на Эхе. Краткий выпуск в эфире. Российский сенатор Сулейман Керимов снова стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов. Ему предъявлены обвинения, сообщает РИА со ссылкой на прокурора Ниццы. По утверждению французской газеты «Низ Матан», несколько дней назад Керимова вызвали в Ниццу. Суд назначил сенатору залог в 20 миллионов евро и не стал ограничивать его свободу. В Гааге сегодня ожидается решение по жалобе на приговор бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Он был приговорен к 40 годам тюрьмы за военные преступления. Слово Алексею Нарышкину. Длившееся 8 лет разбирательство в Международном трибунале по бывшей Югославии завершилось в 2016 году не в пользу Караджича. Его признали виновным в геноциде 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в 1995 году и гибели тысяч жителей Сараева, которая находилась в осаде на протяжении нескольких лет. Караджич получил 40 лет тюрьмы. Осужденный назвал приговор следствием политического процесса, а его адвокаты заявили о массовых нарушениях в ходе процесса и подали апелляцию. Для пересмотра задействован механизм международных уголовных трибуналов. Наряду с решением по апелляции Караджича суд, как ожидается, огласит постановление по ходатайству прокуроров. Они требуют пересмотреть решение по геноциду и приговорить бывшего лидера боснийских сербов к пожизненному заключению. Караджич возглавлял Сербскую республику в середине 90-х. До своего задержания он 13 лет скрывался от международного правосудия. Компания «Аквасиб», которая строит завод по разливу воды на берегу Байкала, не заключила договор водопользования. В Государственном водном реестре документ не зарегистрирован, сообщили РИА в управлении Росводресурсов. Ранее премьер Медведев поручил Минприроды проверить проект на предмет соответствия экологическим стандартам. Между тем, первый этап производства на предприятии планируется запустить уже в этом году.
Федеральная служба исполнения наказаний намерена обязать своих сотрудников быть вежливыми и внимательными по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия. Подготовлены соответствующие поправки в приказ о Кодексе этики и служебном поведении. Сотрудник системы ФСИН будет извиняться добровольно или по решению суда. Отмечается, что обязанность возмещать вред пострадавшим от противоправных действий уже закреплена в действующем законодательстве. Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития. По сравнению с прошлым годом страна опустилась на 9 строчек в списке. Рейтинг второй год подряд возглавила Финляндия. В Москве сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 4, плюс 6. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» представляет. Продолжаем беседу с исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Максимом Забелиным. В студии Руслан Валиев. Мы в прямом эфире. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 1051. И вот, завершая, видимо, тему онкологии, вопрос от слушателя, который обращает внимание на филиал онкоцентра на Клавдии Абрамовой. Там врачи очень плохо относятся к больным, бесконечные чаепития и так далее. Как вы можете прокомментировать? Здесь я могу сказать одно, что действительно у нас много таких жалоб, которые идут не только в прямом эфире, и обращаются граждане как к нам на горячую линию в Министерстве здравоохранения, так в систему инцидент, либо даже есть и жалобы, когда приходят на личный прием. Нами начата такая целенаправленная работа, которая показала свою эффективность в Сибае, когда нам приехали большое количество специалистов, и именно был такой еще ажиотаж, связанный не только с работой, но и с общим настроем пациентов. Мы приняли решение, что будем проводить тренинги с персоналом, как для амбулаторно-поликлинического звена, так и с учреждениями круглосуточного пребывания, с больницами. Для этих целей у нас сформирована команда психологов, психотерапевтов от психоневрологического центра. И первый результат, он даже показал, что у нас те коллеги, которые работали в Сибае, даже отметили положительный эффект. Когда вначале даже у нас приходили и общественники, и СМИ, видели, что вокруг одного человека люди в белых халатах сидят, думали, что какая-то секта. Но оказалось, что просто проводили необходимые тренинги. И в первую очередь тренинги направлены на повышение так называемой дружелюбности, бесконфликтности, соблюдение норм этики, деонтологии, и в основном это для регистраторов, для врачей первичного звена, для работников колл-центра, то есть то первым, с кем мы сталкиваемся при входе в поликлинику, либо в стационар. А насколько это долгоиграющая история будет? Ведь тренинг прошел неделю, как бы ты под влиянием находишься, а дальше забываешь. Если это не контролировать, не мотивировать тем же рублем, наверняка... Здесь у нас еще это есть, можно сказать, программа, которая идет, которую я озвучил, это бережливые технологии, так называемая бережливая поликлиника. И эти тренинги у нас имеют цикличный характер. Мы хотим, чтобы они проходили, и добиваемся от своих руководителей подведомственных организаций, что минимум раз в месяц человек прошел тренинг там, в течение часа-двух, чтобы у него сложились определенные стереотипы общения, чтобы он понимал, в чем есть слабые звенья, направления для развития. Действительно, вы правы сказали, когда он первый раз прослушал, все вроде бы стало понятно, потом он попробовал в практике те или иные приемы, которые были обсуждены при работе в группе, и возникает вопрос, что более эффективно? Может, что-то он упускает, если может что-то не работает. А повторные обсуждения, это уже имеет такой как контроль качества и общения. И действительно, у нас еще есть и собственные, так называемые, скрытые пациенты, когда мы идем так называемые контрольные покупатели, если говорить в таком плане. То есть есть и контрольные звонки, которые осуществляют работники, в том числе и этого центра, который проводили свое обучение, чтобы понять эффективность, насколько идет усвоение материала, насколько используют эти методики. И мы хотим это распространить повсеместно. То есть по принципу бережливого производства мы формируем так называемую команду лидеров медицинской организации, которые уже самостоятельно тиражируют полученные знания непосредственно в лечебном учреждении. Это, как правило, у нас старшие медицинские сестры, либо вот специалисты, которым мы
имеет какой-то вес или авторитет в коллективе, не просто еще управленцы. Ну, соответственно, кто-то из заведующих отделений, который возлагает на это тоже обязанности. Действительно, это мы тоже стараемся прописать и в эффективном контракте как самого руководителя медицинской организации, так и каждого работника. Вот вы упомянули Сибай, и была информация, что врачи уже начали покидать этот город. Между тем, вот буквально сегодня утром видел материал на УФА-1, где в публикации говорится, что мужчине отказывают в проведении томографии, он жалуется на проблемы с легкими, при том, что раньше у него их никогда не было, и врачи упорно якобы отказываются признавать взаимосвязь между теми событиями, которые в Сибае происходили, и состоянием здоровья этого конкретного больного и вообще многих больных, которые жалуются. Ну, допустим, про конкретного больного мне сейчас сложно сказать, то, что необходимо уточнить его фамилию, отчество и понять, в чем была суть проблемы. Если говорить об направлении на компьютерную томографию, то действительно существует определенный порядок. В случае неотложного направления есть определенные объемы и обязательства, которые выполняет больница. У больницы имеется договор с частной медицинской организацией, которая по программе госгарантии, то есть бесплатно выполняет компьютерную томографию при неотложных показаниях в момент обращения. В случае, если пациенту необходима плановая компьютерная томография, то по программе госгарантии имеется определенный срок ее получения. Вот в таких отдельных случаях, да, когда человек недоволен решением тех или иных врачей, куда ему обращаться для того, чтобы у нас есть горячая ответ? линия Минздрава, есть, если говорить конкретно про городской округ Сибай, про городскую больницу Сибая, там методика у нас отработана уже условно как часы, я так формально говорю. Есть горячая линия самой больницы. Там постоянно... Уфимцам куда обращаться? Уфимцам горячая линия Минздрава, пожалуйста. И Скажите, если говорить да. про связь экологической обстановки, которая есть, то за тот период наблюдения, который мы там проводили, это начиная с декабря 2018 года, по существующий момент, по заключению экспертов, наших специалистов, ни одного случая, связанного именно с повышением концентрации диоксида серы и взаимосвязи с проявлением каким-то связанным с нарушением здоровья, у нас не зарегистрировано и не выявлено. Даже наоборот, случаи, допустим, связанные с носовым кровотечением, у нас количество обращаемости даже уменьшилось. Был небольшой подъем, но он был в рамках существующих статистических наблюдений за предшествующие годы, и был он только связан с эпидемической обстановкой, связанной с сезонным обострением гриппа и ОРВИ. Хотелось бы один случай разобрать. Вот Кушнаренковская районная больница, да, история с дежурным врачом, который наложил вместо шины швабру. Дискуссии разгорелись на этот счет. И вот те, с кем я общался, говорят, что ничего страшного в этом нет, да, врач воспользовался подручным средством. Этому учат правила оказания первой помощи даже, да, в бытовых условиях. Но между тем врач уволился. Почему так все жестко? И прокурорские проверки, все вот это вот. Здесь действительно данный случай получил большой общественный резонанс, и были проведены проверки не только со стороны Министерства здравоохранения, но и проверяла и прокуратура, и Следственный комитет. Вы правы в том, что при оказании первой медицинской помощи, при переломах, мы обязаны использовать любые подручные средства для иммобилизации, то есть обездвижения конечности. Но в стационаре, куда уже была привезена пациентка, необходимо было использовать все-таки существующие медицинские изделия, которые направлены на иммобилизацию. Ну, которых там якобы не было. Правда, были на бумаге, а фактически нет. Ну, здесь ситуация какая, действительно. Я даже был сам погружен в эту историю. Как бы мне про нее информировали, помимо моих подчиненных, условно, главного врача, мне активно стали писать и сообщать через социальные сети, в том числе через YouTube, через Instagram, через Facebook. И пациентке была оказана полная медицинская помощь. Действительно, вначале была не совсем правомерная ситуация, когда врач предложил пациентке продолжить лечение на дому, что не соответствует с нашими нормативными актами, направленными на порядок оказания медицинской помощи, маршрутизации данной пациентки. Пациентка была в этот же день, не покидая лечебное учреждение, госпитализирована. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, обезболивание, наложена иммобилизация табельными средствами. На следующий день пациентка была эвакуирована в медицинскую организацию 3-го уровня. Это город Уфа, где ее госпитализировали в травмоцентр 3-го уровня, дообследовали. И
спустя 2 суток по мере подготовки она была прооперирована. Ей был установлен искусственный сустав. Операция прошла успешно. Мгм. Тема ВИЧ, хотелось бы ее затронуть. Статистика не очень радужная, в том числе в нашей республике, но между тем эпидемия не признается, да, то есть она как бы официально не озвучивается. И еще сворачивается на этом фоне и так недостаточное информирование людей о способах профилактики. Вместо этого в школах даже часто вводят там различные религиозные уроки. На ваш взгляд, не тупиковый ли это путь по борьбе с этой болезнью? Ну, здесь действительно ситуация, в том числе эпидемиологическая ситуация с ВИЧ-инфекцией в республике продолжает ухудшаться. По состоянию на 31 декабря в нашем реестре количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 31 288 человек. То есть в 2018 году было выявлено 2782 случая новой ВИЧ-инфекции, что на 2% больше, чем в прошлом году. Наиболее таким территориям, в которых больше процент нахождения пациентов находится, это в городах Камертау, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск. Ну, данные-то статистики нам известны, а делать-то что с этим? Ну, правильно ли ведется вот эта вот, я не знаю, профилактика? Мы здесь считаем, что здесь, наоборот, и те направления, которые у нас реализуются в рамках комплексного плана мероприятий по стабилизации, снижению заболеваемости, она правильно работает. Она идет не только на республиканском и федеральном уровне, но и меняется и сам подход самих граждан. То есть и у нас проводятся необходимые мероприятия с целью бесперебойного и своевременного лекарственного обеспечения ВИЧ-инфицированных. Для этих целей составляется, у нас есть реестр, мы подавляем заявки, эти заявки полностью удовлетворены федеральным центром. Угу. Препараты поставляются, также направлены мероприятия, которые проводят в пропаганде именно борьбы с ВИЧ-инфекцией. Это все, это комплексные мероприятия, которые направлены на профилактику и инфекций, передаваемых парентеральным путем. Это борьба с наркоманией. И то, что это случаи получают именно публичную огласку, это говорит о том, что мы знаем об этой проблеме, мы ее стараемся решить. И в рамках предстоящего у нас большое будет медицинское мероприятие. Это Дни здоровья в Республике Башкортостан. Будут большие мероприятия. Это различные медицинские конференции и наши круглые столы, симпозиумы со 2 по 5 апреля. 2 апреля у нас будет проходить даже бесплатное ВИЧ-тестирование. Вот, кстати, нам пишут, что люди с ВИЧ сообщают, что им порой отказывают в тестировании. Но здесь, правда, конечно, фактов конкретных нет. Но вам известны такие случаи? Я таких случаев не знаком. Может быть, отказывают в тестировании. Это у нас даже можно пройти тестирование анонимное. Угу. Еще один вопрос. Решили ли проблемы с атазанавиром, которого вообще не было в Башкирии? По поводу данного лекарственного препарата у нас подана заявка. Этот препарат поставляется федеральным центром. Мы уверены, что он будет решен в ближайшее время. То есть пока нет. Хоспис и его строительство в Уфе, значит, прошла уже информация, да, вот Рим Каюмов в нашем эфире говорил, уполномоченный по правам человека, что решение готовится, пока формата решения, я так понимаю, нет, но у меня вопрос вот какой. Существует благотворительный фонд «Изгелек», который давно предлагал, в общем, деньги, да, от основного благотворительного фонда «Урал» на строительство, но существовала проблема с выделением земли. Планирует ли сейчас руководство региона вот как-то совместно с благотворительным фондом непосредственно этим, например, решать вопрос? У нас сейчас состоялось ряд совещаний, в том числе и с представителями уполномоченного по вопросам по правам человека, материнства и детства. Да, данный вопрос именно заключался в том, что выделение земельного участка, и одно из таких решений, которое сейчас более детально прорабатывается, это строительство будущего объекта на территории Уфимского района, то есть на границе Уфы, в этом направлении. Поэтому здесь проводятся сейчас такие проектно-изыскательные работы именно по выделению земельного участка с необходимыми коммуникациями и логистическим решением, чтобы это было в первую очередь еще и удобно. С путями важно, подъезда. чтобы родственники могли приезжать и люди работать как-то. А по поводу взаимодействия с благотворительными фондами конкретно? Здесь мы открыты, и
даже у нас рассматривается вопрос по строительству этого центра с участием так называемого государственно-частного партнерства. То есть понятно, что у нас привлечение частных инвестиций – это перспективный вопрос, он актуальный, он имеет современную тенденцию, и помимо участия в государственно-частного партнерства в строительстве именно хосписа, у нас еще ряд других объектов планируется запускать в этом. Ну, то есть вы открыты к диалогу в этом вопросе. Да. У нас ряд вопросов остался, но немного времени. Давайте сейчас попробуем как-то коротко, в виде такого блица. Почему запретили в дневных стационарах использовать так называемое свое лекарство? Например, берлитион. То есть, получается, если нет наличия, видимо, люди не могут свои приносить, об этом речь? Здесь я не готов точно ответить, но то лечение, которое назначено в рамках программы госгарантии, у нас полностью финансируется из фонда ОМС. По поводу концессии Салаватского роддома и вообще вот этой практики, да, в итоге какое понимание у Минздрава, как дальше будет происходить в этом? В настоящий момент концессия проходит дополнительное обсуждение, она была обсуждена и на совещании под руководством главы республики, который заключил, что в настоящий момент без особого распоряжения либо общественных случаев перинатальные центры в концессию пока мы не будем передавать. Поэтому здесь вопрос он связан как с имущественным комплексом, так и с существующим коллективом. Потому что много вопросов, связанных с изменением, касается в заработной плате у работников данного учреждения, так и потери их в льготном пенсионном обеспечении, так и в выполнении той дорожной карты, которая предусмотрена Конституционным соглашением в рамке модернизации. Со скорой помощью поступают, бывают жалобы, я вот сам сталкивался, 1,5 часа, бывает, люди ждут, довольно-таки в тяжелых случаях. Как со скорой помощью решается проблема? Я здесь все-таки хотел бы разделить два понятия. У нас есть скорая помощь и неотложная медицинская помощь. Скорая помощь, у нас существует четкий и жесткий алгоритм доезда, который осуществляет 20 минут. Но это те доезды, которые связаны с дорожно-транспортным происшествием, с инфарктом, потерей сознания, то есть с острыми ситуациями. Многие, кто обращается, в том числе и на горячую линию Минздрава, связаны, допустим, ждем скорую, но при этом у них причина обращения – повышение температуры тела, кашель, который не проходит в течение 3-4 дней. Нормативы сейчас более-менее исполняются? Нормативы по скорой медицинской помощи исполняются у нас в 99% случаев. По неотложной медицинской помощи у нас время доезда составляет от 20 минут до 120 минут. Это тоже укладывается в существующее законодательство. Жалуются на инфекционную больницу и первую поликлинику в Стерлитамаке, что все очень плохо, как будто после войны. Бывали? Да, я был в поликлинике, был лично. Действительно, материально-техническая база требует капитальных вложений. По этому вопросу у нас дорабатывается план, готовые предложения, и убеждены, что в ближайшее время, ну то есть там год-два, будет принято решение о выделении необходимого финансирования и проведении необходимых капитальных ремонтов. Друзья, ваши вопросы, которые мы не успели задать нашему гостю, мы обязательно передадим вне эфира, но сейчас наше время подходит к концу, и мы благодарим исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Максима Забелина. Всем спасибо, до свидания. Спасибо. «Эхо Москвы» представляет. Хронопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.